Друзья, всем доброго утра. На календаре у нас уже 4 ноября. Сегодня вода падает. И как мы вам говорили вчера, до скорой встречи. Встреча у нас уже вот произошла. Мы опять на Печоре. Мы опять на рыбалке. И сейчас будем пробовать первый лед на Печоре. Вчера с разведкой, как вы видели в вчерашнем ролике, я уже проходил немного на лед. Лед держал. Сегодня, правда, немного теплее, чем вчера. Сегодня за бортом всего минус 4 градуса. Но я так думаю, лед от этого слабже. Ну, когда впереди пойду, Иван? Надеюсь, он с вчерашнего дня не ослаб. Висит лед, висит возле берега. Так, далеко глубоко не ходи. Что, Иван, ты первый раз в этом году на льду Печоры? Поздравляю! Все, далеко не ходи там, где я не ходил без пешни. Сейчас сделаю. Сейчас пройду сначала пешней, потом будем буриться и пробовать. В этом месте прошлый год было все зашуговано. Вот там открыто, видишь, вон. Прошлый год было здесь все зашуговано, невозможно было рыбачить. В этом году лед вроде бы стал нормально. Да здравствует первая лунка. Опа. Сколько? Тут мелко, так что глубоко не суй. Сантиметров 5 есть лед, да? Да. Сантиметров 5 есть, это нормально. Так что приступаем к рыбалке. До первой поклевки, друзья. Смотрите, смотрите. Смотрите, Иван Григорьевич поймал первую рыбу на Печоре. Не поленился, бежит, чтобы показать, поделиться, чтобы поделиться. Да, чтобы я кину тебе в лунку, чтобы тебя клевало. А ты он замерз уже, что его да клевать? Ну, ты что замерз, живой, тепло на улице, смотри. О, ушел. Красиво ушел. Первая рыба на Печоре. Да. Притащил вот оттуда. Жиган, наверное, думает, вот меня на лифте прокатили. Да. Так что с почином, Иван Григорьевич, с почином. Красавчик такой. Ты открыл сезон рыбалки на Печоре. Победил. Так что надо и нам пора догонять. Но здесь глубины нету, зашуговано все. Ладно, будем искать. Может быть, и мы найдем свою рыбу. Вон, зашуговано и глубины нету вообще. Но тут немножко течения есть. Может быть, и хапнет, если на течение есть. Ну что, можно было бы сказать доброе утро. Начинается рассвет. А на самом деле это уже, друзья, вечер. Вот если бы не клюнул тот хариус, мы бы давно были бы уже на этом озере. Так, потеряли день. Но много не потеряли, потому что встретили мужиков, которые были на озерах. В этот день вообще не клевало нигде, так что ничего мы не потеряли. Зато разведку сделали мы на разведку, речке. Да, на реке немного лед держит. Мы приехали смотреть наши жерлицы. Григорий сейчас пройдется по лункам. А у меня одна сработанная жерлица. И сейчас мы пойдем посмотрим, что там у нас находится. Покой. Одна единственная, самая крайняя жерлица. Да. Сейчас мы посмотрим. Народ был сегодня, 5 машин, наверное, здесь было. Машин 5 было. Но судя по тому, как они быстро ехали домой, в смысле рано, когда клюет, народы разъезжаются уже по темноте. А так они кто-то уже в 12, кто в 2. Сейчас последнюю машину вот уехали. Вон, вот она наша сработанная жерлица. О, кто-то ее проверял, поднимал, видишь? Серьезно? Нет, с места, видишь, трогали ее. А может рыба сдвинула? Не, это кто-то любопытные трогали, видишь? Рыбачки. Рыбачки любопытные, походу, двигали. А это не трогали, это чисто вот эту леску трогали. Угу. А там заморожено. А сейчас? Да я леску говоришь. Ну не порежу. Ну да, этим не порежешь, конечно. Ну, если есть, то есть. Сейчас мы посмотрим, кто нарушил покой этой жерлицы. Если... Нет, что-то вроде... А, есть. Не-не-не, нету ничего, нету.
Вот что идет. Ну все, это Вот такая. запутал. В траву и сошла. Нет уже малька. Живет здесь. А. Так, пойдем, давай. И он даже, Григорий, живой. Так что все фигня. Это обман зрения. Вон сколько травы. Сейчас мы посмотрим, пока не стемнеет, еще попробовать вечерний клев. Да, нет, и дергаем домой. Здесь делать нечего. О, лед здесь уже вон, сантиметров 10, наверное. Все, друзья, выключаемся. Пустота. Можно было сегодня не ездить на рыбалку. Но съездили, проветрились, сделали разведку. И это тоже как бы не лишнее. Все хорошо. Ну вот и... Ты что, хочешь с лунки это, да? Лунку-то не кидай его только обратно. Он уже зачетный размер получается. Сейчас мы посмотрим. О, Вот какой зачетный. Вот это Захариус. Блин. Тихо. скользкий, да? Ой, скользкий как рыба, блин. Да. Да как цыганский ребенок. Эх, блин. Ну нормальный же. Нормальный. Вот. О. Ой, как... Это уже, можно сказать, Хариус большой буквы. Да, это настоящий С Хариус. плавником. А вот какой плавник, как грива, как в лошади. О, какой, а цветной какой. Это вон какие С точечками, пятнышки, да. точечки такие. О, красавец. Ну ладно, чё уж. О, как гриву. Поднял гриву. Вот, он говорит, да. Да, вот так поставишь его, он как самолет. Вот такой. Ух, блин. Когда плавники застынут. С икрой. Кровь, да. Ну, поздравляю, Иван Григорьевич, не зря ты 2 дня тут мурыжил. Я знал, что он поймает. Представляете, после вчерашнего первого хорюска, которого он поймал и отпустил, мы провели целый день здесь. Я уже не хотел было делать ролики, не буду, наверное, но пару кадров я сделаю, конечно. И вот как он вырос с Да. вчерашнего дня. Вчера отпустил, сегодня он говорит, что этот Вот хариус как вырос. Надо отпускать. 2 дня мы даже не рыбачим на озере, получается. А это отпустить завтра и вот такой вырастет. Но в лунку не войдет. У нас нету бура такого. Этот тоже как раз самое то для лунки. Так что не зря говорят, терпение и труд все перетрут. За 2 суток одна рыбка, это... Ну что, теперь уже он точно отсюда не уйдет. Да, Григорьевич? Тут еще один есть. Да? Ну все, придется опять до вечера. На улице тепло, плюсовая температура. Я уговариваю Ивана. Я говорю, пошли на озеро. Но разве его уговорить после этого хариуса? Ну вроде... А, ну все, идет. Вроде уговорил. Потому что, говорю, надо убегать со льда. Вон что делает, теплая погода. Тонкий лед, который замерз было, уже почернел весь. Начал таять, начало промывать. И вон какая ситуация возле берега. Успокаивает только то, что если даже провалиться, здесь утонуть нереально. Но пусть по пояс будет глубина, но намокнуть тоже мало приятного. Попробуем. Так что на Печоре мы в этом году отметились. Вот. Тихо, Телла. Он. За 2 дня все-таки поймал одного, да? Зато какого? Красавчика. Ну, вчера выкинула, он за ночь вырос. Да. Я же знал, что он вырастет. Я подкормку ему кидал. Все, едем на озеро. Едем, там Едем. сорока плачет. Попробуем покидать блесну. Может быть получится. Не знаю, посмотрим. Может быть пару жерлиц поставлю. Там видно будет. Что-то мне печорская рыбалка уже немного Да, поднадоела. Опасно. И опасно, да. Погнали. Ну так что, озеро нас тоже
мало чем радует. Поставил 6 жерлиц. Там, где узкое место. Немного наловил живцов. 3 штук 6. Одна плотвичка, окушки. У Григорьевича тут тоже не густо, да? Вон 4 окушка. Видать, с давлением что-то, да? Да черт тебя знает. Тут на этом озере так и есть. Там может вот... Сейчас вот приедем на свет, вон у всех по кучке окуней. Думаешь? Да, конечно. Это озеро... Тут надо попасть на жор. Не знаю. Он бывает тут очень редко. Редко, но метко. Сегодня, мне кажется, вообще нигде не клюет. А может то, что резко... Потеплело, да, резкое потепление. Рыбачить комфортно, а рыбы нет. Рыба есть, не берет. Не зря говорят. Рыбаку хорошо, рыбе плохо. Да, и наоборот. Когда рыбаку... Да. Так что поймаю еще штук 5 живцов, выставлю все оставшиеся жерлицы и попробуем поменять озеро. 12 часов 6 минут. Время обеда. Да. Вон Иван Григорьевич тут надергал где-то около 10, наверное, больше. Штук 15 окуней, жерличный. Я, короче, поставил 8. Так, тут 8, там 6, 14 жерлиц поставил. Ни одной сработки. Тишина полная. Клюет плохо, да? Клюет плохо? Лед? Клюет плохо. Ой, ты вообще это не клево, это так, болотство какое-то. В общем, короткий перекус. Это вообще не клев. Вон, видишь, как раз вот включил телефон, тебе пользователь Вова Щегин оставил комментарий. Дед все сам сделал, респект. Это когда машину-то ты сделал. Конечно. Так что, Вова Щегин, тебе респект. Там вообще комментарий я почитал, там, конечно, куча советов, там, что и как. Что, многие смеются, как мы технику гробили, сварочный аппарат с генератором. Но Да. приехали же, да, своим ходом. Да. Это главное. Ёлки-палки, я вилки не взял. Ну, блин. Придется руками есть. Не, так вот у меня тут грибочки. Блин. Грибочки с картошечкой. Да, и все такое, понимаешь. А тут-то курица. Я же вилки взял, а что я не положил в этот пакет? Ай, Вот. Чипан. да, там и чипан, и свинина, и все, что в сковородке было, я все Так, ложу. сегодня у нас обед в сухую, без рыбацкого. Конечно. Ехать домой. Да. Так что Так что, приятного аппетита. Перекусим, может и рыба заклюет. Да? да, Как и вам думаешь? приятно Будет вечерний клев? будет. Будет. Он начался уже. Будем надеяться. Он чуть-чуть поклюет все равно. Главное, вот жерлицы поставили. Есть надежда, что зубастая хапанет. Так, ну что, друзья, ближе к вечеру. Подходит время, и первая сработка за целый день. Сработала жерлица, там была насажена плотва. Так что плотва по-любому лучше, чем окунь. По крайней мере, первая сработка произошла на плотву. Так, вот она, наша жерлица. Сейчас попробуем мы. Ну что, делаете ставки? Есть, нет? Ой, ой. Ноги мои, ноги. Ну не крутит, видишь? Не крутит. И не выкрутила. Она ее выплюнула. Она ее выплюнула. Нет, что-то вроде даже идет. Шурагайка. Видишь, на плотву все-таки взяла. Но я тебя не отпущу. Потому что ты... Вот там такие же на том озере шурагайки. В прошлом году там хорошие. Ну да, вот. Таких-то не было. А, все равно она уже сдохнет.
такая шурагаечка. Плавник какой-то надкусанный, видишь, уродский. Одного плавника нету. Видать, под это попадало, что ли. Ужас. Детский сад, блин. Все-таки плотва сработала. Я ее за жабры так-то обычно пихаю, но это уже конец фильма этой плотве. Но пока она свеженькая, ее может даже и такую взять. Пожеванную. Плотва все равно лучше работает. Видишь, одна плотва единственная, и та сработала. Так, у нас опять сработка жерлицы. Но на этот раз не наша жерлица, а Витька. О, смотри, как наклонила, да? Аж туда ее. Ну-ка давай попробуем. Подсекай. Идет? Да. Не спеши. Ага, все, ушла. Ушла? Ну, Шла, да? да. Тяжелая? Ну такая. Даже мне-то не погрызла. В зубах, может, держала, нет? А наклонилась-то хорошо, да, считай, туда ее, блин. Удар-то был, получается. И... Так удар был, шарахнуло вон. А ты прям при тебе, да? Да, я просто по слуху шарахнуло, я смотрю, вот, блядь, А, маячит. не повезло. Ну что, может, еще возьмет. Если она сильно не поранилась, может еще взять. Бери. Сейчас вот до вечера получается. Живой там жемчуг? Живой, да. А Ща- вон у меня тут живой есть. Сейчас до вечера. Сейчас только поймал. Сейчас, как говорю, до темнота не будут еще срабатывать. Возможно, еще в темноте будут, но пока... А живет там? Да. Живец крупноватый, наверное, нет? Вон ведь возьми, вот у Григорьевича мелкого попробуй поставить. Живой. Взяла сразу. Она тут Мелкого, может, заглотила, видишь? рядом. Во. А, ну вот это вот чуть поменьше, да. Первую. Я тебе говорю, вот таких надо ставить. Это мелкий. Нормально, не закладывает сразу зато А потом. он вот таких больше ставит. Больше это когда... Не рви. Да вот крючок-то. Ты также через жабры поводком, да? А крючок-то такой одинарный? А, нет, двойник. Ага. Мелковат, конечно, чуть-чуть покрупнее. Там в этой траве 2 штуки поймал. Окуня. Крупного? Нет, такие как тут. Понятно. Чуть покрупнее двойники надо Да. ведь. О, Это эти покупные. А, готовые жерлицы уже? Леска хреновая. У них Да, Славик Емельян как-то покупал у них готовые вот эти настроенные. Что-то по весу Сразу даже вроде ушел. бы, ну, не кидай на ну там дно, килограмм полтора, и Выше, то на оборвало, пол воды получается. ставь. Леска говно, да. потому что перевязывать есть там надо. трава. А что-то некогда было, мы вечером купили, потом уже поехали. Ну, Хорош, вот так где-то пример. Она сейчас тут будет крутиться, и она же не взяла тут, она просто дернула его. Сейчас, ну ничего, другой раз повезет. будет крутиться тут. Так, ну что, друзья, подходит к концу короткий ноябрьский день. Прошел он недаром, можно так сказать. Да, отдохнул. Отдохнули. Можно, Недаром. да. Набрались здоровья. Ноги И убили, спина колом стоит. И в стороне от ковида. Ну да. В общем, у нас вот такой вот сегодняшний улов. Это накидали живцов. Десятка два, наверное. Может, штук 25-30. Одна маленькая щучка. Один хариус. Окуней штук 20, наверное. 3 плотвички. Вот такой вот весь наш улов. Не пустые от нуля ушли. Единственное, что хорошо, это комфортная, теплая погода. Сегодня была +2, без ветра. Как летом. Как летом, да. Кровь у нас не сработала. Вот говяжья кровь, вот то, что быка забивали, бычья кровь в лунку кидали и выливали.
никакого эффекта. Рыба есть, рыба, потому что в толще воды даже багрили вот на блесну. Просто она не хочет брать. Ну и ладно. Поставили, не все просто так, поставили жерлицы здесь на озере 14 штук. Так что будет надежда, что возможно что-нибудь да попадется. По темноте вот 2 сработки было жерлицы, одна у меня, одна у Витьки. Сейчас едем на то озеро, меняем живцов, там 9 жерлиц есть. Поднимать не будем, да, пусть что тепло сейчас. Пусть мокнут. Да, пусть мокнут. В пакете они точно ничего не поймают. Ну и, наверное, все, там уже темно будет, по темноте снимать, наверное, смысла нет, если там нет поклевок, если рыбы нет. Прощаемся ненадолго. Завтра провожаем Ромку в армию 6 ноября, 7 отправляем служить. И 8 с утреца уже будем здесь. Да? Ну. Как-то вот так. Так что не выключаемся. Скоро встретимся. До встречи на канале Коми Рыбак. Это будет скоро. Уже 8 ноября. Всем пока. Помаши, Иван Григорьевич, ручкой. Всем. Пока. Будьте здоровы. Так, ну что, Иван Григорьевич, и в завершение по традиции дележка рыбы, Да, как говорится. да. Здесь, Тебе мне эту всю дорогу. здесь большой хариус, плотва и окушки. Здесь 2 щучки, плотвички и окушки. В принципе, примерно одинаковые. Да. Чё, блин. А как и что сейчас кому повезет, это будет у нас вот это. Кошки вот взял дохлую плотвичку. Вот это плотвичка кину на кучу и скажу, это кому. И ты должен ответить, кому эта куча, хорошо? Вот я же говорю, забирай Хариус. Не, все, давай. Все по чесноку, что было. Все, повернулся? Да. Не подглядывай. Не подглядывай. Так, эту кучку бросаю. Все, бросил. Так. Кому дохлая плотвичка? Мне. Тебе. Ну вот, дохлая плотвичка в этой куче. Ну, Щучками. по чесноку. 2 щучки По чесноку. и плотвичка. Забери Вот она. Вот она. Забери. Это кошки. Все. Правильно. Вот это по-честному. 2 щучки. По-честному. Как судьба распорядилась, Иван Григорьевич? Ну я же ничего не говорю. Я что, блин. А что, потихоньку, главное не пустые, правильно? Так вот это же и юшка будет, и что тут, блин. Главное, ведь, что он Ну, а ты- клюнул, и у меня столько было утром адреналина, что я даже откажусь от него. Я сразу хотел Роме подарить его, блин. Так что как-то вот так. Теперь Леска уж 0,14, а он, блин, ходит по кругу. И никак в лунку не залез. Я руку сунул, он, блин, поцеловал в руку и пошел. Я, блин, опять там смотрю, голова напротив лунки. Я сразу раз и выволок. Думаю, черт, понятно. еще пока поймаю. Так, кроме этого, сейчас вот мы что здесь стоим-то, как раз вот туда вот в кустах у нас садок. В прошлый раз закинули 48 окушков мелких, на этот раз 20 окушков. Итого у нас 68 мелких окушков ждут своего часа. Сегодня хотели закинуть палки на налима, но потеплело, плюс 2 рисковать не стали. Возможно, река у нас пойдет по новой. Она и так идет, просто были забереги. Лед тонкий был, там 2-3 сантиметра, рисковать не стали. Оно того не стоит. Будет время, наступит все-таки настоящая зима, ударят морозы, и тогда уже поставим мы палки. 68 окушков мелких для начала уже есть. Есть еще мальки, так что все впереди. Завтра проводы в армию сына Романа. Да. Послезавтра отправляем его служить. Ну а 8 мы опять будем здесь. Правильно, Иван Григорьевич? Да. На озере. И на Теперь- речке, может быть. Теперь точно всем пока. Да. Спокойной ночи. До встречи на канале Коми Рыбак.